Как завершилась золотая осень для Ингушетии? Итоги главного агрофорума подвели на совещании в региональном Минсельхозе. Напомним, форум проходил в Москве с 4 по 7 октября и собрал представителей сельхозпредпринимателей и предприятий не только из разных уголков страны, но и зарубежья. Порядка 49 семинаров, совещаний, круглых столов. Значит, очень актуальный вопрос там рассматривается, начиная, по растениеводству, по животноводству, мелиорация, семеноводство, одним словом, все, что связано с сельским хозяйством. Там у нас все эти вопросы рассмотрены, были дополнительно, даны справочно, информационно, какие субсидии, какие, поддержка государства нам будет оказана в этих направлениях. Одним словом, наша делегация в этом плане платформу проработала. То, что касается, основы и министр там выступил Ткачев. В этом году в России, в стране, как и когда отмечается рекордный урожай. Со времен СССР даже не было такого, чтобы мы получали такие результаты. Из Москвы ингушская делегация привезла несколько наград, гран-при, 2 золотые и 1 серебряную медали. Около 30 ингушских производителей удостоились также почетных грамот. Продукцию, представленную на стенде Ингушетии, оценили и почетные гости форума, премьер Дмитрий Медведев, также руководство Минсельхоза России. У нас были иностранные, катарские, делегация была, с ними тоже, они нас пригласили в Катар, вот мы сейчас приехали, будем согласовывать там, и делегацию выедем к ним весной на выставку их Ингушской республики. Производители Ингушетии будут в Катаре выставляться. Популярностью пользуется наш мед, популярностью пользуется черемша наша, популярностью пользуется вода наша, очень большой популярность. А то, что касается, я выделил как бренд, а то, что касается продукции, у нас там за эти годы сложилась своя аудитория, которая приходит, из года в год приходят узнаваемые люди, они нас узнают, мы их узнаем.